Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Исправить за свой счет. Аслан Бжаня совершил рабочую поездку в Гагарский район, где существует угроза выхода из русла реки Псоу. 3 года назад здесь были проведены берегоукрепительные работы. Урок мужества. В канун 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны в посольстве России в Абхазии прошла акция памяти. Не остаться на улице. Волонтерское движение «Анна София» открывает сбор средств для семей трапезанян. Движение как выход из локдауна. В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась персональная выставка «Апщихагба». Президент Абхазии Аслан Бжаня провел совещание с участием руководителя администрации главы государства Алхаса Квицини, секретаря Совета безопасности Сергея Шамба, генерального прокурора Адгура Аграба, председателя службы госбезопасности Роберта Кют и министра внутренних дел Дмитрия Адбар. На совещании обсуждались предложения по реформированию системы правоохранительных органов и хода расследования резонансных преступлений. На повестке дня сегодня 2 вопроса. Это реформа органов внутренних дел. И хотел бы обстоятельно поговорить с вами о резонансных преступлениях, которые были совершены здесь, в Абхазии, в последнее время и о ходе их расследования. В минувшее воскресенье Аслан Бжаня совершил рабочую поездку в Гагарский район. Глава государства посетил приграничные села, в которых река подмыла берег и существует угроза выхода русла реки на автомобильную дорогу. Кроме того, Аслан Бжаня осмотрел территорию, прилегающую к КПП Псоу на государственной границе. Все подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Поездка главы государства началась с посещения приграничных сел, расположенных вдоль реки Псоу. На 3 участках соприкосновения реки с береговой линией подмыла берег. Существует угроза выхода русла реки на автомобильную дорогу. Во времена сильных паводков затапливаются сельскохозяйственные угодья и приусадебные участки местных жителей. После осмотра опасных участков Аслан Бжаня дал указание администрации района и соответствующим службам детально изучить проблему, представить необходимый план действий для ликвидации угрозы. Более того, президент изъявил желание встретиться с руководителями ответственных строительных компаний, которые 3 года тому назад занимались работами по обеспечению берегоукрепления. Сложившаяся ситуация выхода реки свидетельствует о том, что качество работы не соответствует заявленным требованиям. Как подчеркнул президент, за недобросовестное отношение к работе ответственные компании должны за свой счет и в кратчайшие сроки исправить проблему. Кто принимал акты выполненных работ? Какое предприятие здесь работало? Во вторник, чтобы документы все были. И его провезете и заказчика, и подрядчика. Да. Работы проводили отказ берега в 2017 году. Президент Аслан Бжаня также осмотрел территорию, прилегающую к контрольно-пропускному пункту на государственной границе. Глава государства посетил торговые и другие объекты. Аслан Бжаня остался крайне недовольным санитарным состоянием вокруг них. Это что здесь валяется? Все, что блестело. Еще раз. Повторять ничего не буду. Президент отметил, что руководители организаций и объектов торговли несут персональную ответственность за санитарное состояние прилегающей территории. Аслан Бжаня дал поручение руководителям Гагарского района проследить за исполнением поручений. Далее глава государства провел рабочее совещание с участием руководителей служб, задействованных на границе. Президент потребовал усилить взаимодействие пограничной службы и органов внутренних дел. Это ворота Абхазии. Впечатление, которое складывается у гостей республики на границе, определит их отношение к стране в целом, подчеркнул Бжаня. На границе не должно быть никаких поборов. Необходимо усилить координацию деятельности пограничной службы и МВД по выявлению контрабанды и перевозки наркотических средств. Внешний вид сотрудников должен соответствовать характеру работы. Все должно быть в рамках закона, заявил глава государства. В Гагарском районном отделе милиции президенту доложили о текущей криминогенной ситуации, о предпринимаемых правоохранительными органами мерах по обеспечению безопасности жителей Гагарского района и туристов. Аслан Бжаня поинтересовался материально-техническим обеспечением сотрудников милиции. По их словам, пополнение новыми автомобилями и другими специальными средствами подняли на хороший уровень материально-техническое обеспечение. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, криминогенная статистика свидетельствует о том, что дорожно-транспортные происшествия с летальным
исходом и в целом уменьшились вдвое. Есть тенденция по улучшению криминогенной обстановки. Аслан Бжани поблагодарил за службу сотрудников правоохранительных органов, но подчеркнул, что предпринимаемых мер пока еще недостаточно. Криминальные авторитеты должны уйти в прошлое. Только государство посредством правоохранительных органов должно следить за порядком, подчеркнул президент. Никаких смотрящих. Вы здесь будете смотреть за всем. Государство вам это поручило. Аслан Бжани затронул тему обеспечения правопорядка на крупных объектах размещения туристов. Пансионаты, гостиницы, принимающие отдыхающих, должны создать профессиональные службы безопасности. И глава государства порекомендовал привлекать для этой работы офицеров правоохранительных органов, выходящих на пенсию, так как их опыт будет содействовать соблюдению законности и общественного порядка. Гугут Савардания, Смат Гуния, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Прошло 27 лет со дня начала в Абхазии миротворческой операции, которая осуществлялась в республике с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества независимых государств. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и Министерства обороны Абхазии возложили цветы к мемориалу в Сухуме у памятника военнослужащим, погибшим при выполнении задач по поддержанию мира в Абхазии. Также на российской военной базе в Гудауте состоялся митинг, где ветеранам и действующим военнослужащим были вручены медали и почетные знаки. Изучая историю жизни и подвига бойцов Красной Армии, сохранить память о них. В канун 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны в посольстве России в Абхазии прошел урок мужества. Учащимся средних школ из разных районов республики рассказали о героизме советских воинов и показали исторические фотографии. Репортаж Али Китрапш. 80 лет назад, 22 июня 1941 года, для народов СССР началась Великая Отечественная война. Самая страшная кровопролитная война против фашистской Германии и ее союзников. В посольстве России в Абхазии состоялось памятное мероприятие, организованное представительством Россотрудничества совместно с посольством и музеем боевой славы имени Владислава Ардзенба. В начале мероприятия школьникам провели экскурсию по организованной здесь же фотовыставке Великой Отечественной войны. Рассказали о самых масштабных операциях в ходе войны. Это дата, которая разделила всю жизнь наших предков на до и после. До этого был мир, после этого была смерть и разрушение, принесенное оккупантом. К счастью, наши с вами отцы и деды выстояли в этой смертельной битве. Надеемся, что вы не забудете об этом подвиге. Поддержание и сохранение исторической памяти очень важно. В современном мире немало попыток исказить факты и переписать историю Великой Отечественной войны. Вот почему так важно патриотическое воспитание подрастающего поколения, отмечалось в ходе мероприятия. Ведь, как известно, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Наши уроки мужества, вообще наша деятельность представительства Россотрудничества, связанная с поддержанием исторической памяти, предполагает встроенность в уже имеющиеся образовательные отношения, в уже имеющийся ваш образовательный процесс. В этом смысле ваша позиция, когда в ответ на наши призывы к конкурсам многие из вас занимаются исследованием такой живой истории своих предков, в частности, участвовавших в Великой Отечественной войне, изучением их наследия, их фотографий, их жизненного пути, это очень важный момент не только для, собственно, поддержания такой внутренней исторической памяти в рамках своей семьи, своего рода, но и способность приобретения новых компетенций, поиска информации, обработки информации, анализа информации, которая для каждого из вас послужит путеводной звездой и одним из оснований для дальнейшего вашего продвижения. В Абхазии сохранением исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне занимаются немало организаций. Большое количество мероприятий этому делу посвящает и Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзенба. Заместитель директора музея Николай Медвенский рассказал школьникам подробности битвы за Кавказ, в частности, о вкладе Абхазии в Великую Победу. 14 августа 1942 года нога немецких горных егерей ступила на территорию Абхазии после того, как ими был взят штурмом Куховский перевал. На протяжении нескольких месяцев, вплоть до фактически января 1943 года, на Куховском, на Марусском, на Санчарском перевалах продолжались ожесточенные бои. Немцы пытались прорваться к побережью Черного моря, выйти к Сухуму, Гагре, Гудауте, на всех этих направлениях. Вместе с
армейскими частями сражались и пограничные войска, истребительные батальоны Абхазии, города Сухум и Сухумского района, Гудаутский истребительный батальон. Все вместе они сначала остановили, а затем и отбросили врага назад к перевалам главного Кавказского хребта. В январе 1943 года немцы оттуда отступили, и война уже далее покатилась на запад от границ. Далее школьники прочли стихи, а затем им был показан документальный фильм «Пылающий рассвет» о подвиге и героизме советских пограничников, которые первыми приняли бой. В завершении памятного мероприятия состоялась акция «Мы вместе». Школьники вместе с учителями сделали бумажные кораблики, которые учащиеся Гечрибской средней школы пустят в реку Псоу в память о страшных событиях прошлых лет и о подвиге советского народа. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. На 85-м году жизни скончался тележурналист, глава общественного телевидения России, заслуженный деятель искусств России, заслуженный журналист России, лауреат Государственной премии СССР и премии правительства Анатолий Лысенко. За свою долгую плодотворную жизнь Анатолий Лысенко успел перепробовать массу профессий. Он работал инженером, преподавал, был журналистом, писателем. Но главным делом Анатолия Григорьевича было телевидение. В свое время он приложил руку к проявлению не одной культовой программы на телевидении, среди которых КВН, «А ну-ка, девушки», «Что, где, когда» и программа «Взгляд». От имени Союза журналистов Абхазии хочу выразить соболезнования родным и близким семье Анатолия Григорьевича Лысенко. Это человек, который в свое время сыграл решающую роль в открытии корреспондентского пункта информационной программы «Вести» российской государственной телерадиокомпании в Абхазии. В феврале 1991 года мы с депутатом Ренатом Карча были на приеме у него. У нас было официальное обращение за подписью председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Григорьевича Ардзенба с просьбой открыть такой корпункт в Абхазии. И в ходе нашей встречи мы узнали о том, что Анатолий Григорьевич Лысенко хорошо знает Абхазию, очень часто бывает в Абхазии, что у него в Абхазии семья, с кем они тогда, по тем годам, лет 50, они уже дружили. Это семья Марганя, Елена Владимировна Марганя. И человеческие истории, общение, взаимоотношения между этими семьями сформировало для Анатолия Григорьевича очень такое теплое, очень чуткое внимание, отношение к нашей стране. И он, естественно, поддержал наш проект. И в итоге всю войну и послевоенное время этот корреспондентский пункт работал в Абхазии. И несмотря на то, что уже в 1996 году Лысенко перешел на другую работу, но вовремя поддержана идея, вовремя поддержанный проект, он имел огромное информационное значение в условиях войны и послевоенной Абхазии. И мы, естественно, в эти дни вспоминаем его, вспоминаем его поступки. Это наш долг. В Гудауте прошли плановые учения пожарно-спасательной части. Подробности в материале пресс-службы МЧС. Учения пожарно-спасательных подразделений в Гудауте прошли на базе недостроенного 16-этажного здания в центре города. На первом этапе отрабатывались навыки по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. После ликвидации пламени, возникшего при аварии, с помощью гидравлического спецоборудования был разрезан кузов автомобиля, деблокирован находившийся в нем пострадавший и передан сотрудникам медицинского управления МЧС Абхазии.
Затем, согласно легенде учений, на 4-м этаже высотного здания возник крупный пожар, огнем были заблокированы люди. Пожарные подразделения в экстренном порядке разворачивают временную магистраль по подаче воды. Пламя ликвидируется. Тем временем спасатели прокладывают веревочные троллеи и по ним спускают на землю пострадавших. Проспект Героев 3, пожар. К проведению учений в Гудауте были привлечены 70 человек личного состава пожарно-спасательной части города Гудаута и пожарно-спасательного отряда города Сухум. Задействованы 8 единиц спецтехники. Данные учения завершили собой целую серию тренировочных занятий, которые в течение месяца проводились во всех районах республики согласно приказу министра по ЧС Льва Квициния. По словам главы спасательного ведомства страны, подобный формат контроля профессионального уровня личного состава подразделения МЧС является весьма продуктивным и позволяет в оперативном режиме корректировать недостатки, выявлять сильные и слабые стороны в подготовке тех или иных подразделений МЧС Абхазии. Волонтерское движение «Анна София» открывает сбор средств для семьи трапезанян. Многодетная семья оказалась в сложной жизненной ситуации. Женщина с детьми вынуждена покинуть съемное жилье, а собственная квартира в данное время непригодна для проживания. Необходимая сумма для ремонта – 500 тысяч рублей. На протяжении многих лет семья трапезанян снимает жилье. Ирина – мать-одиночка, воспитывающая 3 детей. Кроме того, в семье живут малолетний брат и сестра, а также мама и бабушка Ирины. То есть в небольшой съемной квартире ютятся 3 взрослых и 5 детей. Женщины по очереди ведут хозяйство и присматривают за детьми. По выходным Ирина работает диспетчером в службе такси. У нас вообще изначально был такой домик маленький в центре города, барачного типа, если знаете, где Бомбей, в том районе. Вот. Мы там жили, как бы все нормально было. Потом так случилось, что вот когда было наводнение в 2014 году, нас так затопило, что там частичный ремонт, что был, в общем, все у нас попортилось. Мы смогли потом продать его и купить на районе, но за эту сумму мы смогли только такую разбитую квартиру купить. Вот, она у нас так и стоит уже много лет, мы снимаем, получается, снимаем на пенсию бабушки. Однако с недавнего времени хозяйка квартиры решила поднять цену за жилье и начать ремонт. Семья трапезанян, находящаяся и без того в непростом финансовом положении, не может позволить себе дополнительные расходы. У нас вообще договор в этой квартире. Мы не думали, что вообще так произойдет, что она поднимет. То есть она говорит, я сейчас в декрете, и мне нужны деньги, она в России сама живет, хозяйка. А я поднимаю, мы 8 платим, а сейчас она до 11 хочет поднять, и плюс она хочет начать ремонт, то есть трубы менять полностью. С детьми жить невозможно будет, это не искупаться, ничего, если трубы будут менять. И плюс мы не осилим просто 11 уже платить за квартиру. Какая-то копейка нам приходит, мы то за квартиру заплатим, то в детей вложим. 2 моих детей еще и болеют. Я до сих пор они на лечении у меня. У одного ребенка НК-пресс, диагноз с кишечником связано, у девочки аллопеция. Главная мечта семьи трапезанян – переехать в собственную квартиру, но в данный момент она непригодна для проживания. Это практически пустая бетонная коробка. Здесь нет разводки электричества, водопровода и канализации. Отсутствует какая-либо отделка стен, пола и потолка. Мы как-то на тот момент более все у нас, можно сказать, почти работали, и мы смогли собрать сумму, чтобы хотя бы окна поставить, чтобы никто не залазил, ничего такого. И балкон мы закрыли, он у нас был открыт в комнате. В принципе, у нас на этом остановилось все. Мы как-то пытались по чуть, еще собирали. Вот купили материал на ванну.
Ну, может, когда там весь материал почти, то есть только надо сделать. Чтобы многодетная семья не осталась на улице, ей требуется финансовая помощь. Необходимая сумма на ремонт жилья – 500 тысяч рублей. Помочь можно с помощью перевода средств или же через мобильный кошелек. Все подробности по телефону фонда волонтеров Анна София 779 74 85. Без поддержки милосердных людей семье Трапезанян не справится. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. В Абхазии начинаются гастроли Башкирского государственного театра оперы и балета. В связи с этим в Министерстве культуры состоялась пресс-конференция. Что интересного ждет абхазского зрителя и какие именно постановки привезла труппа, расскажет Дениза Гергия. Впервые в Абхазию с двумя проектами для детей и взрослых приехала труппа Башкирского государственного театра оперы и балета. Министр культуры Гудеса Акырба поблагодарил гостей за их визит. Мы искренне рады приветствовать наших почетных гостей. Данный проект он реализуется в рамках обмена гастролями. Хотел бы, забегая вперед, сразу же проинформировать вас о запланированных гастролях камерного оркестра совместно с дуэтом, пиано-дуо. Мы искренне надеемся, что эти планы воплотятся в ближайшее время. Нами планируются гастроли наших коллективов в Уфу. И предположительно, это будет в октябре месяце. 22 июня на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Чанба состоится премьера мюзикла «Летучий корабль». Художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета Аскар Абдразаков отметил, что поддерживает связь со многими, кто учился в Уфе из Абхазии. Хотя труппа впервые приехала в нашу страну, он надеется, что это будет иметь продолжение. Добрые традиции, когда мы можем обмениваться нашими прекрасными коллективами, не только танцевальными, но и певческими. Поэтому очень хочется с вами еще сплотиться, подружиться, друг друга узнать, ездить друг к другу в гости и общаться. Сегодняшний наш приезд, он связан, конечно же, и с детьми, поскольку это наше будущее, и мы должны воспитать новое поколение. Поколение музыкантов, интересных людей. И наш музыкальный спектакль будет посвящен именно этому проекту. Следующая программа у нас программа литургическая, программа более серьезная для взрослых людей. Обе программы, которые привез Башкирский театр, о любви, красоте человеческой жизни, как говорят их авторы, они интересны и взрослым, и детям. В этом сезоне театр уже побывал с гастролями в Самаре, Саратове, Ростове-на-Дону. Все эти программы о жизни, да, то есть как о любви, о истинно человеческих ценностях, о добре, красоте. И я думаю, что будет интересно, в принципе, не только детям, особенно говоря о «Летучем корабле», потому что это тот самый спектакль, который, как и истинное, истинное искусство, оно должно быть понятно всем. Да, так и этот спектакль, он действительно будет понятен всем. 23 июня в Пицунском храме в исполнении артистов Башкирского театра прозвучат популярные романсы и арии. Выступление пройдет совместно с заслуженным артистом Абхазии, органистом Лукой Гаделя и солисткой госфилармонии Кристиной Ешпа. А до концерта труппа Башкирского театра провела мастер-классы для студентов Сухумского музыкального училища. Для нас это праздник встречать таких знаменитых гостей. Башкирский театр оперы и балета. Для нас это редкое событие. Я надеюсь, что в будущем у нас завяжутся очень тесные творческие взаимоотношения, и вы будете сюда приезжать с интересной программой, потому что у вас широкий репертуар. Что касается мастер-классов, конечно, для нас это огромный подарок. Вы можете даже не знать, насколько он для нас ценен, для нашего вокального отдела. В этом сезоне турне Башкирского государственного театра оперы и балета состоит из 5 городов. В Самаре, Саратове, Ростове-на-Дону они уже побывали, а после Абхазии их ждут гастроли в Сочи. Дениза Гергия, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
«Движение» – так называется первая персональная выставка «Апщи Хагба», которая открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. 57 работ, представленных на выставке, написаны художницей в графическом стиле в течение последнего года. Она создавала их во время пандемии коронавируса. На экспозиции побывала и наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварацхели. Во время изоляции в нашей жизни появились новые ограничения, связанные с поведением и привычками. Приобрели ценность вещи, на которые мы раньше не обращали внимания. Своего рода пауза во время пандемии не стала исключением и для художников. Но для них изоляция – это идеальное состояние для спокойной работы и отстраненного взгляда на себя, свое творчество, пространство вокруг и происходящие процессы. Так у художницы Апщи Хагба было достаточно много времени, чтобы попробовать что-то новое и интересное. Художница предпочитает живопись, однако работы, которые она представила на выставке, были впервые написаны ею тушью в графическом стиле. Это мой первый опыт, поэтому я не могу сказать, что это графика, но многие эти работы, они как живопись. И поэтому чуть-чуть для меня тоже, можно сказать, что это в каких-то нюансах смешанная техника. В общем, это спорно. Для меня лично пока это спорно, живопись это или графика. В написании каждой работы есть свои определенные нюансы, поэтому везде над каждой работой написано, что это авторская техника. И мой поиск возможностей, потому что пока до конца возможности того, что есть у туши, я не знаю. И у этой бумаги. Название первой персональной выставки Апщи – «Движение». Оно характеризует бесконечное движение жизни, движение в творчестве и, в первую очередь, мое личное движение относительно того, что меня окружает и что я делаю, отметила художница. Мое движение в моих поисках, и я надеюсь, что это движение вперед. Апща еще находится в поиске новых форм, нового языка и смешивания цветов. А бумага, на которой она пишет, используется для упаковки одежды и уходит обычно в урну. Благодаря Апще у нее теперь есть второй шанс и противоположное назначение. Эти работы, они у тебя либо сразу получаются, либо нет. Если, допустим, с маслом у тебя могут какие-то индивидуальные отношения сложиться, здесь у меня чуть-чуть другое. Каждая работа имеет для тебя значение, потому что ты же работаешь в течение дня, допустим, несколько часов. И если у тебя, допустим, из 20 бумаг 2 работы получится хорошо, то есть у тебя получается, что твой процесс и время – это удача. Апщи Хагба рисованием увлеклась еще в юности, но изначально не планировала становиться художницей. В один период она забросила это дело и получила юридическое образование. Однако со временем Апща вернулась к своему увлечению, и постепенно оно превратилось в любимое занятие. Первая выставка Апщи была в 2015 году, а в последние годы она очень активно участвует в выставках Союза художников на культурной площадке «Склад». И новые работы Апщи пришлись по душе любителям искусства. Все впечатляет, меня впечатляет манера, стиль, меня впечатляет взгляд на мир, да, и мне кажется, это такие работы, на самом деле, сразу видно, что личности глубокой, да, и по-своему видящие мир окружающий нас, а это всегда любопытно. Девочка очень талантливая, и вот эта графика, это она сейчас впервые обратилась к графике, и очень много интересных у нее вещей. Вот посмотреть, если вот эта ночь, вот эта работа ее мне, например, очень понравилась. Вид из окна, прекрасная работа. Девочка умеет показывать свой взгляд на окружающую среду доступными ей способами. Сегодня поддержать Апщу на выставку пришла ее педагог Зоя Джинжоли. По ее словам, во время учебы и в Сухумском художественном училище Апща была очень старательной и внимательной. Ее сложно было оторвать от рисования, и даже после окончания уроков, не уходя домой, она сидела и творила, вспоминает Зоя. Индивидуальный такой-то подход есть, такой чувственный, вот к природе особенно. У нее она все улавливает. Вот это туман, что-то другое. Она очень следит за этим, особенно за состоянием природы. Она любит следить. Первая персональная выставка Апщи Хагба будет доступна для посещения с 21 по 30 июня с 10 до 19:00 без выходных. Сария Кварацхели, Инала Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 22 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода без осадков, высокий уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем 23-28 тепла. Температура морской воды плюс 20. Информационный выпуск на этом завершен. Я с вами прощаюсь, а эфир абхазского телевидения продолжает программа «Анхайве».